Первый запуск космодрома «Восточный» в этом году. В каких районах Якутии предусматривается падение отделяющихся частей? Ледоход на Лене. На каком расстоянии до Якутии нижняя кромка? Прогнозы вскрытия реки в республике. Экстремалы из Нерингри станут участниками чемпионата Дальнего Востока по водной дистанции. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Нижняя кромка ледохода на реке Лени миновала Усть-Кут и находится под населенным пунктом Подымахино. По словам специалистов Ленского бассейнового водного управления, до утра ледоход дальше не продвинется. Сейчас его расстояние до границы с республикой составляет порядка 800 километров. На скорость прохождения ледохода влияют среднесуточные температуры. Напомню, что по прогнозам якутского УГМС ледоход в Алекминском районе ожидается в первой декаде месяца, а в районе города Якутска после 10 мая. С приближением ледохода во многих районах республики отмечается усиление ветра с сильными порывами, местами мокрый снег и в целом понижение температуры. На дорогах возможно гололедица. В связи с этим госавтоинспекция призывает автомобилистов повысить внимательность и осторожность в пути. Чрезвычайно опасными в сложных погодных и дорожных условиях могут оказаться и необдуманные маневры. При их совершении необходимо руководствоваться установленными знаками, разметкой и здравым смыслом. А в Мирном сильные порывы ветра разрушили балкон новостройки. Осколки упали на дорогу и тротуар. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Стекло упало с 11 и 12 этажей. Это удалось записать на камеру местным жителям. На видео стекло балкона не выдерживает сильного ветра и падает с высотки. Застройщик не предпринял никаких мер, несмотря на то, что в Мирнинском районе сохраняется ветреная погода, и сотрудникам МЧС рекомендуется соблюдать меры безопасности. Стекло по-прежнему лежит на тротуаре. Из подручных средств администрация соседнего бассейна «Кристалл» установила ограждения и предупреждающие таблички. Водитель трактора скончался от полученных травм в результате ДТП. Авария произошла в Ленском районе, в 4 километрах от поселка Турукта в лесном массиве. По предварительным данным, 61-летний мужчина за рулем трактора двигался по склону с небезопасной скоростью, вследствие чего транспортное средство опрокинулось. В результате водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Об эпидемии свиного гриппа в Индии предупредили россиян в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили о необходимости вакцинации. С начала текущего года в различных штатах страны регистрируются вспышки свиного гриппа H1N1 у человека. Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в штате Махарашта. Там зарегистрировано более 1000 случаев инфицирования, из которых 110 со смертельным исходом. В группе риска в первую очередь оказываются те, у кого есть хронические неспецифические заболевания легких, бронхиальная астма, хронические бронхиты и другие, а также дети до 3 лет и беременные женщины. На вакцины мирового уровня от гриппа переходят в России. Отечественная разработка безопасного адъюванта полиоксидония не имеет аналогов в мире и уже более 20 лет используется в производстве. Всего вакцинами с полиоксидонием привито уже более 400 миллионов человек. В начале апреля 2019 года в Шотландии на международной конференции наши эксперты представили историю многолетних исследований российского адъюванта, а также результаты его применения. Известно, что сегодня только 6 стран в мире имеют собственное производство вакцин. Теперь к ним присоединилась и Россия. По всему Израилю в четверг в 10 утра по местному времени замерла общественная жизнь. Так люди почтили память 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны, рассказывает Анастасия Дмитриева. Пешеходы замерли, посетители кофеен встали с мест, а автомобилисты остановились и вышли из машин. Под вой сирен Израиль 2 мая почтил память 6 миллионов жертв Холокоста. В день катастрофы и героизма европейского еврейства премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Рювен Ривлин возложили венки в мемориальном музее Яд Вашем в Иерусалиме. Израильские лидеры выразили обеспокоенность по поводу растущей волны расовой ненависти во всем мире.
По данным исследования университета Тель-Авива, количество преступлений на почве национального различия в минувшем году выросло на 13%. В результате одного только нападения на синагогу в американском Питтсбурге погибли 11 человек. 28 апреля женщина стала жертвой стрельбы в городе Поуэй в Калифорнии. Первый запуск космодрома «Восточный» в этом году планируется на 5 июля. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству ТАСС, что спутник будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат». «Метеор-М» войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. На активном участке полета ракеты над территорией Якутии предусматривается падение отделяющихся частей ракеты. Так, район падения второй ступени хвостового отсека третьей ступени затрагивает территории Вилюйского и частично Верхневилюйского и Жиганского улусов, а головного обтекателя – границы Алекминского и Алданского районов. Россия стала лидером по закупкам золота. Мировые центробанки побили 6-летний рекорд по закупкам драгоценного металла за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68% больше, чем в начале 2018 года. При этом лидером по этому показателю стала Россия, которая по-прежнему стремится снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США. Кроме того, на втором месте расположился Центробанк КНР, который также пытается дифференцировать свои активы, двигаясь к отказу от американского доллара на фоне напряженных отношений с Вашингтоном. К другим темам. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки предоставлять заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, возможность без переговоров приостановить платежи полностью или частично на срок до полугода, сообщает «Российская газета». Пауза в платежах не считается просрочкой и не отражается в кредитной истории. Основной случай, на который рассчитан новый механизм – существенное снижение совокупных доходов семьи или полная потеря дохода одного из членов семьи. Такое право возникает только один раз по каждому кредиту. Закон не ограничивает возможность кредитора начислять проценты в течение льготного периода, он только дает возможность отложить на потом регулярные платежи. 100-рублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира. Российская банкнота, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества. На лицевой стороне купюры изображен мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин, запечатленный в прыжке за спортивным снарядом. На обратной стороне нарисован мяч, символизирующий земной шар. На нем выделяется контур России. Журнал Алданского района «Шар» издается в ресурсном центре при школе с углубленным изучением отдельных предметов. Он выходит раз в год к выпускному. О чем поведают страницы журнала в этот раз, знает Татьяна Вахнина. Журнал «Шар», что означает «Школы Алданского района», знает каждый школьник. Он выходит один раз в 12 месяцев к окончанию учебного года. В настоящее время идет подготовка очередного номера. Статьи и фотографии о своей школе в «Шар» готовят ученики всех учреждений района. Ну, все своим чередом идет, конечно. Те школы, которые прислали материалы, верстка идет вовсю. В этом году он выйдет раньше, он будет более качественным, потому что программа верстки освоена в прошлом году. В этом году только вот работа с материалом у нас. Журнал «Шар» верстается в кружке журналистики, являющемся районным ресурсным центром при Алданской школе с углубленным изучением отдельных предметов. Попробовать себя в качестве корреспондента может каждый. Сегодня кружок посещают порядка 20 ребят с 5 по 10 классы. Работа очень интересная, говорят юнкоры, но иногда быть главными редакторами неимоверно сложно. Первая часть у нас журнала еще не доверстана окончательно, потому что ждем, когда остальные школы материалы свои пришлют. Очень много работы по редактированию, очень много работы именно по работе с фотографиями, очень много проблем. Очередной выпуск журнала будет отпечатан в одной из типографий Якутска. Тираж составит несколько сотен экземпляров. Номер на память получит каждый выпускник. Помимо подготовки «Шара», у юных журналистов ни впроворот, внеплановой работы. Раз в 3 месяца выходит школьная газета «Домовенок», в которой рассказывается об учебных буднях, о жизни района и города, а также публикуются интервью
интервью с интересными людьми. Также ребята размещают свои публикации на сайте школы и в районных газетах. Самое сложное, когда все собрали некоторые материалы и нужно создать общую страницу для газеты. Параллельно с подготовкой материалов к печати ребята изучают теоретические азы журналистики и осваивают навыки работы в различных жанрах. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сезон зимних видов спорта для ленских спортсменов завершен. Готовиться к следующим соревнованиям начнут уже сейчас. Как будут тренироваться спортсмены летом и как оценивают итоги сезона, расскажет Вячеслав Пилипенко. Для ленских спортсменов сезон зимних видов спорта подошел к концу. Он принес немало высоких наград. Отдельного внимания заслуживают итоги лыжного и хоккейного сезонов. Хоккеисты взяли второе место на республиканских соревнованиях в Якутске. Лыжники завоевали призовые места на всероссийских и республиканских соревнованиях и попали в состав сборной республики. Откатались и отыгрались на высшем уровне. Но зима позади, и настала пора переходить на другие тренировочные программы. Ну, этот сезон, я считаю, одним, наверное, из самых лучших, которые с 2015 года у нас были. Летние тренировки у нас будут проходить в залах, на улице. То есть на улице это легкоатлетическая подготовка, всякие разнообразные акробатика, гимнастика, подвижные игры. С августа месяца уже у нас непосредственно идет подготовка. Начиная с мая спортсменов ждет сдача различных нормативов, затем небольшой отпуск и снова тренировки. Хоккеисты недавно приступили к такой практике, а для лыжников эта схема тренировок привычное дело. По мнению тренеров, ребята могли откатать сезон более успешно. Не на отлично, но на хорошо. Хорошо. Если сравнивать с прошлым годом, мы были вторые в командой, а нынче как бы немножко пониже третье командное место заняли. Ну, лично тоже достижения практически те же, плюс участие в Дети Азии. Кажется, что после напряженного соревновательного сезона можно выдохнуть и немного сбавить темпы. Но расслабляться нельзя. Это понимают и спортсмены, и тренеры. Впереди следующий сезон, от которого болельщики ждут высоких результатов и красивых побед. Экстремалы из Нерюнгри представят республику на чемпионате Дальнего Востока и этапе Кубка России по спортивному туризму. Соревнования пройдут на реке Кема Приморского края по водной дистанции, рассказывает Сергей Козюра. На данных соревнованиях якутяне впервые пробовали свои силы в 2007 году. И вот, спустя 12 лет готовы вернуться. Кемма-ралли – одно из престижнейших соревнований на воде. Река имеет 4-ю категорию сложности. Неренгринцы будут участвовать в дисциплинах катамаран 4, 2 и впервые на каяке. Опыт есть прохождения речек и порогов 3-4 категории. Это тоже немаловажно для той категории речки, где мы будем проходить. Она будет все соревнования проходить на реке Кема. Это Тернейский район Приморского края. Поэтому там 4-я категория сложности. И будут доводить его до российского уровня, то есть на протяжении 800 метров до 20 ворот. Будут ставить, то есть там течение, обратные, реверсные, то есть все эти элементы, которые нужно при больших походах. Якутия очень привлекательна по части экстремального туризма и тем более на воде. Так, год назад в Нерингри была открыта школа каякинга, где все желающие могли познать правила укрощения бурной воды. И вот, как итог работы школы, нерингринцы будут участвовать в дисциплине каяк. Телеканал «Якутия-24» будет следить за накалом страстей на реке Кемма. Сергей Козюра, Нерингри. Таковы новости к этому часу. Не переключайтесь.